вопрос не поддерживает, никто не занимается легализацией торговых отношений с Грузией. Просто мы, как Министерство сельского хозяйства, столкнулись с проблемой при освоении программы развития сельского хозяйства, о чем было выше сказано. Здесь освоили 100 миллионов, далее, наверное, будет эта программа развиваться, так как она прожилась в обществе, в селе. В основном это не в основном, а в принципе это и работа, которая проводится в селах. И судя по тому, сколько людей из сел, проживающих в селах, к нам обращаются с пожеланием, с просьбой принимать участие в наших проектах, мы считаем, что этот проект один из тех проектов, которые сегодня можно считать осуществляются положительно. То есть при исполнении этого проекта мы сталкиваемся с тем, что есть, как можно сказать, товары, которые не производятся в России, это субтропического характера, саженцы. Мы оказываем помощь нашему институту сельского хозяйства с помощью Министерства сельского хозяйства России, но пока оно не обеспечивает обеспечение тех категорий саженцев для развития, для освоения нашей программы не только саженцев, но и некоторые специфические техники, связанные с нашими конкретными специфическими культурами, орехами, цитрусовыми. И поэтому нам приходится обращаться к нашим гражданам, которые каким-то образом поставляют на территорию Абхазии через Грузию, из Турции, возможно, и из Грузии. Но, тем не менее, мы смогли легализовать, смогли взять под контроль то, что происходило нелегально на границе. Это мы не просто так придумали сразу и пришли, попросили это включить. Мы общались с таможенными службами, с пограничниками, мы общались со многими общественными организациями. Сегодня, кроме, не знаю, сейчас по фамилиям не хочу говорить, некоторых представителей оппозиции, все остальные даже не о перечне говорят включение товаров, а о возможном открытии границы со стороны Абхазии. То есть это раз мы имеем границу, раз она должна работать полноценно, взиматься платежи, пошлины, как положено, контролироваться, что возможно не должно проходить. Но я считаю, что это тоже опять сделанный вопрос, так как могу утверждать, что те, кто сегодня настаивает на том, что мы сделали неправильно, те, которые имеют отношение к нелегальному, как раз таки бизнесу на той границе. Ну, граница, к сожалению, имеет такие стороны, даже не то, что с границы по Грузии, а и из России к нам иногда попадают товары, которые не имеют декларации. То есть это уже рабочие моменты, которые мы ведем работу. Но тем не менее, что сегодня мы после того, как это указ был принят, ничего на границе не изменилось, кроме того, что мы искали хотя бы видеть то, что сегодня происходит, что завозится, что можно остановить, что можно завозить. И тот перечень товаров, я думаю, если даже не спросить, это не открытие торговых отношений, потому как мы, абхазская страна, никаких контактов с грузинской властью не имеет, никаких наши бизнесмены никаких контрактов не заключают, никаких, не знаю, таких вот взаимовыгодных товарных операций не проводят. Это в основном к нам идут как бы транзитом из Грузии, и пусть даже если из Грузии, но не товар, который производится в Грузии, который может повлиять на отечественное производство. Это необходимый нам товар, то, что нелегально завозилось. Поэтому мы считаем, что мы ничего неправильно не сделали.